Слава Богу, постучим по столу. Аллах шикар, что нет на сегодняшний день летальных исходов. При этом расслабляться не просто рано, а даже опасно, отмечает мэр столицы. Заболеваемость в республике каждую неделю растет. Только в Казани заражены 249 человек. За их выздоровление сегодня борются врачи 8 столичных больниц. На карантине в обсерваторах около 300 россиян, прибывших из-за границы. Поддержку в работе специалистам и медикам оказывают предприниматели. Много компаний идут навстречу и помогают медицинским организациям. Нами собрана потребность на необходимые товары Икеи. Туда входит мебель, постельное белье, постельные принадлежности, халаты, аксессуары для ванных комнат и некоторые другие аксессуары, которые необходимы для медицинских организаций, в особенности это стационары, работающие на ковид. Пока одни в период пандемии продолжают трудиться на удаленке, другие снова переходят на работу в офисах, но только с разрешения. Прохожих на улицах столицы становится все больше. Растет и интенсивность движения на дорогах. Остаются и те, кто, не имея на то весомых оснований, пренебрегает режимом самоизоляции. Только за прошлую неделю правоохранители составили более 1200 протоколов. Среди нарушителей и родители, которые оставили детей без присмотра. За неделю выявлено 59 несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых. К родителям несовершеннолетних принимаются как меры профилактического характера в виде бесед, так и в рамках административного законодательства. К административной ответственности привлечено 26 родителей. Порядок в городе наводят и городские службы. Сегодня завершился отопительный сезон. На летний режим переходит техника и рабочие. Кроме привычной уборки в перечне работ, у них появилась и дезинфекция. В целях дезинфекции улично-дорожной сети и тротуаров дорожными предприятиями приобретено специализированное дезинфицирующее средство, обладающее хорошей моющей способностью и широким спектром противовирусного и антимикробного действия. От скучной городской самоизоляции казанцы бегут на свои дачи. И это правильно, говорит Ильсур Медшин. Сейчас самое время для того, чтобы подумать о продовольственной безопасности. Когда все это началось, вопросы пропали. Честно говоря, все время я говорил: мам, ну зачем, для чего вы, 3 сына, можем обеспечить и капусты, на рынке все есть. Поэтому с 30 апреля в столице начнут работать 6 садоводческих маршрутов. Чтобы без вопросов добраться до своего дачного участка, достаточно отправить СМС «Цель 6» на номер 2590. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.